Кризис, он помимо проблем, он порождает еще и возможности. Придется быстро реагировать на меняющуюся обстановку в мире. Поэтому мы уже сейчас должны думать, как выстраивать отношения прежде всего, российским бизнесом, который на наш рынок обязательно сейчас придет. Вот. Мне кажется, сейчас правительству нужно создать антикризисный штаб, вот, куда войдут специалисты в разных областях. Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». У нас прошел первый тур парламентских выборов. Сейчас уже в конце этой недели состоится второй тур. И будет считаться, что у нас парламент сформирован. Тем не менее, вот та повестка, которая была, повестка вызовов, которая была перед тем, как начиналась сама избирательная кампания, к ней уже по ходу этой пьесы добавились новые вызовы. И вызовы связаны с грандиозным кризисом мировым в контексте тех событий, которые происходят на Украине, да, и того противостояния между Россией и коллективным Западом. И мы сегодня с нашим постоянным экспертом Астамуром Таня будем, наверное, говорить о том, как Абхазии вот в этой тяжелой ситуации быть. Как ты смотришь, вот мы все-таки страна, которая знаем не понаслышке, что такое действительно блокада, да? То есть это в 90-е годы ты работал в администрации президента, да, и ты помнишь, как со всех сторон мы находились действительно и со стороны России, и со стороны вообще всего остального мира находились в блокаде, тем не менее искали какие-то выходы, да, для выживания. Сейчас, конечно же, Россия тоже почти сталкивается с такой ситуацией, когда ее везде обложили флажками. И в этом контексте, конечно же, мы, в общем-то, тоже фактически оказываемся в одной лодке. Да? То есть страдает экономически Россия, страдаем и мы. В этом контексте что нам делать? Вот правительству Абхазии, властям, ну, нам, абхазам, всем вот в этом контексте. Ну, прежде всего, конечно, хочется, чтобы это все быстро закончилось, конечно. Все быстро закончится, от радости никто не умрет. Но санкции все равно да. будут. Психологически, я думаю, надо готовить и себя, и наше общество к тому, что кризисные явления будут носить довольно длительный характер. Потому что вот эти геополитические процессы, которые начались, они будут иметь достаточно длительную историческую временную инерцию. По-другому быть не может. Даже если сегодня все остановить, вот, отменить все санкции, вот, все равно процесс восстановления потребует длительного времени. Но пока не видно близкой перспективы этого. Мы видим, что за достаточно короткий период времени у России, с которой мы самым тесным образом связаны и политически, и экономически, вот, у него произошел фактически разрыв торгово-экономических связей с окружающим миром. Естественно, будет происходить поиск новых связей, новой логистики, новых партнеров, которые смогут, с помощью которых удастся преодолевать те кризисные явления, которые неизбежны. Вот. Здесь потребуются, конечно, нестандартные подходы. Традиционный такой подход, когда длительное принятие бюрократических решений, он в этой ситуации совершенно неприменим. Вот. Придется быстро реагировать на меняющуюся обстановку в мире. Нас это в первую очередь касается тоже. Вот, потому что нам, очевидно, уже наши российские партнеры сказали, что Абхазия должна стремиться к тому, чтобы сама себя обеспечить. В частности, замминистра экономического развития, он заявил, что надо понимать, что вот с такой моделью
которая у нас была раньше, ну, видимо, придется распрощаться, когда шло прямое финансирование всяких по линии инвестпрограммы. Конечно, какая-то помощь бюджетникам, она по-прежнему будет оказываться, вот, но ее будет недостаточно для поддержания привычного нам уровня жизни. Поэтому нужно будет искать новые смыслы. Вот, конечно. У нас и так было с безработицей не все в порядке. Сейчас уровень безработицы тоже вырастет. Цены, естественно, будут расти. Но мы можем, конечно, иметь в виду, что кризис, он помимо проблем, он порождает еще и возможности. Все-таки в этой ситуации ты говорил о том, что нужно принимать какие-то оперативные решения. И я там вижу, как в контексте этого кризиса в мире происходит с этим. Очень все оперативно. Да? Там самый забюрократизированный, наверное, институт, это вот Евросоюз, очень бюрократизированная контора, где нужно там согласие всех стран и так далее. Там куча согласований обычно уходит на какую-то мелочь годами. Да? Тут они сразу, разом, там, в течение там, дня-двух там, фактически полностью отрубили там, да, там, кучу таких санкций беспрецедентных. Там, огромное количество санкций ввели. И то есть на принятие такого решения ушло там, ну, день-два ушло. То же самое в российском правительстве, да, происходит. Они каждый день заседают, каждый день какие-то контрмеры принимают. То есть в таком круглосуточном режиме практически принимают. И эта работа в реальности видна. Да, там решения там в разных секторах экономики принимаются. Но я вот, знаешь, чему поражаюсь? Абсолютной инертности нашей абхазской власти. То есть вроде бы такое происходит, и я не увидел ничего, чтобы народу объяснили. Почему так происходит? Кроме того, что нам объясняют, почему вдруг у нас бензин начал резко расти, в России цена на бензин падает. И нам начинают вот какие-то непонятные вещи говорить и объяснять, и что как бы это так и полагается, как будто бы это вполне естественно. Почему вот так происходит? Почему наша власть плохо реагирует на такие вещи? Я не могу ответить. Понимаешь, есть психологические проблемы. Трудно психологически перестроиться от привычного ритма и образа жизни к новым реалиям. Потому что вот кажется, что пока мы их еще не ощутили, но они неизбежны. Потому правительство должно это прогнозировать. Сейчас надо простые вещи сделать. Подумать о нашей продовольственной безопасности, прежде всего. Поэтому нужно и, во-первых, провести соответствующую работу разъяснительную в селах, потому что наши селяне должны лучше подготовиться, больше посеять и так далее. Помочь им нужно. И это первый этап, чтобы вот в самый сложный период. Потому что у нас, если, допустим, нас сравнивать Абхазию 90-х годов и нынешнюю Абхазию, в плане продовольственной безопасности у нас положение несколько хуже. Вот даже в период блокады мы основную продовольственную группу товаров сами как-то производили. Поэтому вот сейчас первое, что нужно сделать, это помочь топливом, помочь удобрениями, объяснить, что, где, как сделать, организовать людей, объяснить, потому что у людей должно, вот этот адаптационный период, он должен пройти как можно быстрее. Вот. И, конечно, потом уже нужно думать о том, как развивать собственную экономику, какое она место займет. Потому что сейчас, я думаю, в Абхазии, вот еще раз возвращаясь к тому, что кризис, он дает помимо вот эти все вызовы, они дают и стимулы к развитию. Что это может быть? Ну, сельское хозяйство, естественно. Нужно развивать товарное сельхозпроизводство. Да. Привлекать туда инвестиции, все делать, чтобы увеличить производство. Первое – это обеспечить себя. Второе – это работать на экспорт. Вот. Российский рынок, он будет на этом рынке, и раньше эта продукция была востребована, сейчас востребованность вырастет. Потом здесь возможны разные варианты торгового транзита. Вот это. Ну, первое, что на ум приходит, это, конечно, турецкое направление. Вот. Но у нас так или иначе какие-то
поставки продукции осуществляются и через грузино-абхазскую границу. Я думаю, что этот процесс тоже будет развиваться. Если его не упорядочить, то он будет носить нелегальный характер. Да. Если его, поэтому нужно первое время, наверное, конечно, так и будет происходить, как у нас обычно. Вот. То есть будет происходить нелегальное увеличение товарооборота. Вот. А государство должно подумать, как оно сможет упорядочить этот процесс и получать с этого дивиденды. Потому что мы знаем, сколько... Это у нас непопулярная тема все-таки, да, таможню поставить, да, и чтобы она взимала пошлины. Сейчас такое время, что с помощью популярного дискурса, столько с помощью популярного дискурса выжить невозможно. Вот. Я думаю, что и в России будет потребность возрастать в том, чтобы Абхазия играла вот такую транзитную торговую роль. Мне кажется, что в России, в силу того, что вообще система международных отношений рухнула, вот, Россия будет искать выходы в том, чтобы формировать какие-то региональные интеграционные схемы. Это может быть Центральная Азия, может быть Южный Кавказ, развитие коммуникаций, новых торговых направлений, новой логистики поставок необходимой продукции, продажи собственной продукции. Это вопрос, который затянется на годы. Это будет годами происходить. Вот. И нам нужно, еще раз говорю, здесь вопрос кризис-менеджмента. Нам и России, и Абхазии, и другим странам, которые тесно связаны с Россией, вот, там потребуется именно подход к кризис-менеджменту. Вот ты сказал о том, что там торговля так или иначе будет более интенсивной на грузино-абхазской границе. Вообще ситуация такая достаточно новая и интересная. Да? Россию полностью фактически блокировали от Европы. И сегодня вот единственным хабом, который как-то соединяет ее, объединяет ее с этим, остается Турция. И вот это направление, оно получает новый какой-то смысл. Направление турецкое и вот этого Южного Кавказа. И здесь, наверное, мне кажется, очень важно то, что даже Грузия, с которой у России нет дипломатических отношений, она как бы не пошла на вот этот, как его, не подключилась к этим международным санкциям и фактически объявила нейтралитет, хотя там внутренних протестов очень много, но власть как бы тормозит. Прагматизм возобладал. С другой стороны, очень интересные, наверное, события происходят между Азербайджаном и Арменией в переговорном процессе. Там речь идет о заключении мирного договора с подключением Турции к этому процессу. То есть, и вот здесь, вот в этом контексте, вот вопрос региональной безопасности и открытия коммуникации, он становится актуальным вот в контексте этого. И тем более, я думаю, в этом плане и Россия сама будет заинтересована. Вот мне так кажется. Мы видим, что Турция тоже заняла сдержанную позицию. Я думаю, что эта и позиция отчасти согласована и с Западом, потому что нельзя отрубать всяческие каналы контакта, даже с противником. Вот. А второе, у Турции всегда была особая позиция в альянсе НАТО, да. Вот. И сейчас, конечно, мы помним, после того, как произошли события, вот последняя Нагорно-Карабахская война, когда произошла, вот, актуализировался там вопрос открытия коммуникаций в восточной части Южного Кавказа. И сейчас мы видим, несмотря на то, что исторически между Арменией, Турцией и Азербайджаном исторически очень непростые отношения, вот исходя из прагматических интересов, они конструируют эту новую коммуникационную схему. Вот. И, естественно, без участия России на Южном Кавказе какие-то стратегические коммуникационные проекты, они не могут быть решены. Я думаю, что будет взаимодействие, конечно, между Россией, Турцией, южнокавказскими государствами для того, чтобы задействовать всю сеть коммуникаций в собственных... В этой связи у нас должна быть гибкая позиция, наверное. У нас должна быть позиция, мы должны думать, как мы будем в этом процессе участвовать. Вот, какая наша будет роль. Потому что
Там сейчас предлагают схему 3+3. Вот. Я думаю, эта формула недостаточна, там должны быть и другие участники. Несмотря... Сейчас, понимаете, время такое, когда вот прежние клише, связанные с признанностью, суверенитетом и так далее, они утрачивают былое значение. Вот. Новая система международных отношений, она сформируется тогда, когда сформируется баланс сил. Вот. Пока до этого далеко. И нам надо вот в этом процессе, идущем, нишу занять. Очень опасный период, но, с другой стороны, это период новых возможностей. Потому что, когда начнется формирование новой международной системы, вот, там должно быть место для нашего государства, тоже нашего народа. Вот, для этого мы должны прежде всего экономически состояться. Вот, потому что мы сейчас, еще раз подчеркну, значение прямой финансовой помощи со стороны России будет уменьшаться, но, с другой стороны, будет повышаться интерес к нам со стороны российского, может, и турецкого бизнеса, да, но российского прежде всего, потому что у него меньше гораздо сейчас возможностей для приложения. И нужно посмотреть, потому что у бизнеса какое свойство? Бизнес стремится к извлечению прибыли. Это его первая задача. Но наша задача, чтобы, естественно, удовлетворяя то, что стремление бизнеса к извлечению прибыли, мы должны извлекать прибыль из этого бизнеса. Поэтому мы уже сейчас должны думать, как выстраивать отношения прежде всего, российским бизнесом, который на наш рынок обязательно сейчас придет. Что касается туриндустрии, конечно, она тоже будет развиваться. Потоков туристов будет больше, потому что, ну, понимаете... Европа закрыта, доллар вырос. Все закрыто, доллар вырос, да, это тоже. У нас будет стоять вопрос остро очень энергетики. Без поставок энергетических из России тоже не обойтись. Поэтому будет, естественно, рост тарифов происходить внутренних, я думаю. Прежде всего для тех организаций, которые занимаются бизнесом. Потом, в силу того, что социальное значение имеет цена для потребителя обычного, вот, физических лиц, да, для них, конечно, какие-то льготные тарифы нужно будет сохранять с учетом того, что экономическая ситуация, пока общество не перестроилось, не встроилось в новые реалии, она будет очень сложная. Ну и вот вопрос майнинга тоже. Вот. Я думаю, что в силу того, что произошел рост резкий курса доллара, а эти криптовалюты, они в большей степени связаны с курсом доллара, вот. А цена на электроэнергию у нас, если мы будем экспортировать из России, она будет оцениваться в рублях. Здесь у нас тоже появляются какие-то возможности. Может быть, какие-то действительно площадки сделать, на которые поставлять электроэнергию из России, закупать российскую электроэнергию, поставлять на эти площадки, потому что все возможности для поступления в Абхазию средств, в том числе от майнинга криптовалют, не знаю, от торговли, от всего, все возможности нужно использовать. Но при этом надо иметь в виду, что государство должно получать свою ренту. Потому что социальный груз на государство увеличится. То есть нужно администрирование нормальное, чтобы да. Там не верхушка отдельные там люди там богатели, а общество нищало при этом росте цен и при той инфляции, которая там происходит с российским рублем. Естественно, нужны более такие социально ориентированные вещи. В абхазских условиях социально ориентированная вещь – это, наверное, поменьше воровать. В этом плане, да, то есть, если речь ведь не о том, что там майнинг хорош или плох, проблема в том, что майнинг, в общем-то, ничего не приносит абхазскому бюджету, кроме проблем. И это касается, наверное, многих вещей, и это касается вот той многолетней дискуссии, добывать нам нефть или нет, то есть, опять же, упирается в том, что получит, в общем-то, общество, бюджет, да, государство, и для обычного гражданина, что это будет стоить, да, при том, что
что есть еще и, конечно, экологический фактор и так далее. Очень много чего происходит. И здесь, наверное, думать о своих хачапурах, наверное, власти и тем людям, которые, в общем-то, определяют эту политику экономическую, нужно все-таки думать больше о народе, чем о своих хачапурах условных. И с другой стороны, мне кажется, здесь больше нужно, наверное, какой-то определенной фантазии, потому что мы как-то привыкли годами, да, вот как бы все наши мысли, они были посвящены там инвестпрограмме, и все сводилось к тому, как бы все это освоить. Никакого полета фантазии, как заработать денег, как технологически сделать саму Абхазию более модернизировать ее, да, разные системы. Да, я там смотрю, там в нашей банковской системе говорят, то есть там продукт, ну, можем мы 15 продуктов, да, там банковских, в общем-то, создать. А, допустим, в мире уже там несколько тысяч бывает этих продуктов, да, то есть нам есть к чему стремиться. И сейчас, наверное, тоже будет большой интерес в силу того, что, опять же, Россия ограничена. Да, те же айтишники бегут, вот сейчас там российские айтишники бегут там в Грузию, в Армению, там, в Казахстан, даже в Узбекистан бегут. Да? То есть нам, наверное, нужно как-то оперативно создавать условия для того, чтобы те же айтишники, зачем им идти здесь, вот, переехал там в Сочи и здесь уже находишься в Абхазии. У нас, слава богу, есть интернет. У нас нет таких ограничений по интернету, которые там сейчас вводятся в России там, и так далее. И нам надо просто создавать какие-то условия, чтобы эти люди приехали. Естественно, чтобы они приехали и продумать эту систему, наверное, налогообложения, чтобы она была комфортна для этих людей этой профессии и так далее. То есть есть вещи, которые нужно оперативно реагировать. Тем более такая ситуация, когда все очень быстро пытаются вот перестроиться под новые условия. Да? Ну, я не вижу пока, что мы очень быстро этим занимаемся. Мы не занимаемся, да, абсолютно. Надо, ну, в разных сферах. Сейчас про все сферы мы не можем, мы можем говорить о принципе, потому что мы же не разбираемся. В принципе, мы можем сказать, что во всех сферах появятся новые возможности. Вот. Ну и тут надо еще, конечно, учитывать тоже и человеческие разные факторы. Потому что, к счастью, пока наше общество, оно сохраняет сеть вот этих горизонтальных связей. Вот. Родственных, дружеских и всех прочих. Об этом тоже надо сказать, потому что сейчас время такое, когда нужно эту сеть горизонтальных связей поддерживать, усиливать. Мы так и поддерживаем, выбирая парламент таким образом. Ну, необходимо, потому что здесь понадобится, во-первых, многие люди могут оказаться в сложных условиях. Они будут нуждаться в поддержке не только государства, но и своих ближайших родственников, соседей. То есть будет такой, мне кажется, период, когда, ну вот именно период перестройки, вот, он потребует таких усилий. Потом мы, конечно, привыкнем, строимся, будем понимать, как этот новый мир работает, как мы в нем взаимодействуем, можем с ним взаимодействовать. Вот. И сейчас многие тренды, вот как ты справедливо сказал, в IT и в других сферах, они сейчас начинают формироваться. Куда они потекут, туда и дальше, там и дальше будут. Поэтому нам нужно часть вот этих потоков, финансовых, людских, интеллектуальных, творческих, направить в Абхазию. Вот. Мне кажется, что вот наше еще преимущество какое? У нас небольшое общество. Оно довольно быстро способно мобилизоваться. Вот. Если ему правильные сигналы, от власти очень много зависит. Власть должна ежедневно подавать правильные сигналы, как себя вести в новых кризисных условиях. Вот. Это будет привычные на какое-то время условия. Поэтому они должны этим процессом управлять. Вот. Людям говорить нужно, прямо говорить, какие будут проблемы, что нужно сделать, где они могут помочь, где не смогут помочь. То есть наладить больше должно быть связей между государством и обществом. Их надо вот активизировать. Это и информационные потоки, исходящие от власти, должны увеличиться.
Вот. И наши люди не все же знают. Вот хотя бы бизнес-школы. Вот чем можно заниматься? Люди, они же не обязаны все знать. Но если ты ему покажешь, как что делать, он сделает. Вот. Поэтому такие институты новые, которые помогут высвободившуюся рабочую силу куда-то направить. Вот. Такие институты, пусть они небольшие, они региональные, там общественные какие-то могут быть площадки, где людей проводят им, допустим, семинары, тренинги, как заниматься тем или видом деятельности. Вот. И это все нужно будет обязательно, все эти процессы запускать. Расширять вот эти горизонтальные связи, чтобы они больше людей могли сами себя содержать и в большей степени были вовлечены в экономическую активность. С другой стороны, мне кажется, здесь надо быть готовым не то, что мы должны каждый день работать, какие-то предложения, чтобы наше правительство искало какие-то новые формы, да, для того, чтобы улучшить социально-экономическое положение наших граждан, и не только наших граждан, и вообще нашу безопасность. Если вот в этом глобальном мире можно говорить вообще о безопасности, да, это как-то очень серьезно. С другой стороны, мне кажется, да, есть куча предложений, наверное, которые будут возникать вот в этом контексте, к которым мы должны готовы быть ответить, да, в той же экономике, да, сейчас, условно говоря, ну, если говорить, вот смотреть, все крупные там банки российские, им там перекрыли деятельность там на Западе, да, там Аэрофлоту перекрыли, то есть всем авиакомпаниям, очень многим российским крупным компаниям, которые не как бы специально, как бы, чтобы у них не было некой, как бы, проблем до этого, они не работали там с Абхазией, они не работали с Крымом, да, то есть они не приходили, да, сейчас, в общем-то, у них руки развязаны, у тех же банков, да, там всех этих крупных российских банков, ВТБ, Сбер и так далее, которые теперь сейчас они идут уже в Крым, наверняка и сюда придут. Да, у нас есть там закон о банках, который не предусматривает там участие иностранного капитала, но он ограничен там в уставных капиталах там не больше 49%, да, в уставном капитале, то есть доля российского капитала ограничена. Но тем не менее нам, наверное, все-таки нужно реагировать когда эти предложения будут, чтобы у нас уже была готова некая повестка, некое видение. Я думаю, сейчас, я не знаю детали, конечно, законодательные. Вот. Мне кажется, сейчас правительству нужно создать антикризисный штаб, вот, куда войдут специалисты в разных областях. Это не обязательно должны быть чиновники. Это должны быть представители IT, банковской сферы, бизнеса. Они должны разработать краткосрочный план с учетом прогнозов. Ну, трудно прогнозировать, конечно, на более далекий горизонт. Но оперативный штаб должен быть. Оперативный штаб должен быть, чтобы мы, во-первых, реагировали на какие-то социальные вызовы внутри страны. Вот. Может, безработица или что-то, или, допустим, деньги не пришли. Вот как на это все реагировать? Это нужно сейчас делать. Нужно антикризисные меры сейчас разрабатывать. Я думаю, что в чем нам могут наши российские коллеги помогут, да. Но здесь самостоятельные усилия тоже необходимы. Вот. Это нужно сейчас сделать, я думаю. И потом, исходя из этого, думать о том, планировать на будущее. Вот какие сферы мы будем развивать, какие у нас открылись возможности. Нужен постоянный контакт с внешним миром, с российским бизнесом, с российской, допустим, IT-сообществом, с Южным Кавказом, не знаю, с Турцией, с другими. Да. Подключать нашу диаспору. Сейчас такое время нужно быстро этим всем заниматься. Еще раз я говорю. Поэтому власть, ее задача, вообще у нее функция организующая. Вот. Потому что, может, какие-то потребуются меры, но не чисто рыночного характера, тоже возможно. Вот я думаю, в России будут применяться меры вне рыночного регулирования. Вот, по крайней мере, пока не выстроилась, допустим, какая-то устойчивая логистика торговли,
пока не выстроилась устойчивая логистика торговли, могут применяться меры. Уже они на низовом уровне применяются, когда, допустим, ограничивают количество продукции, которую может один человек купить. Это же пока не на государственном уровне, это на низовом уровне происходит. А в такие ситуации даже рыночные государства с рыночной экономикой, они вынуждены к такого характера мерам прибегать. Надо понимать, что и в Абхазии это тоже возможно. Вот. Власть поэтому должна уже сейчас мобилизоваться. Вот. Посмотреть, на кого она здесь может опереться. Провести переговоры со своими политическими оппонентами. Вот. Потому что сейчас время совместных усилий, как мы вот сейчас мобилизуемся, так мы дальше будем двигаться. Вот. Все, что я хотел сказать. Ну, я думаю, мы на этом будем заканчивать нашу передачу. Я думаю, важно, чтобы и власти, наверное, ловили вот эти сигналы. И я надеюсь, что они об многом думают, но уже хочется, чтобы до общества донесли, и были какие-то уже действия, конкретные решения, конкретные предложения и так далее были озвучены. В это неспокойное время, мне кажется, важно, по крайней мере, говорить со своим народом. И подавать ему какие-то определенные сигналы. Не подавать сигналы, мне кажется, это очень крайне ущербная позиция со стороны нашей власти. И я благодарю тебя. Ну, нужно проработать, во-первых, над таблицей этих сигналов предварительно надо поработать. Да. Потому что, да, надо просто так выйти, что-то это нужно. Все равно надо объяснять какие-то вещи. Есть универсальные, вот в таких как бы кризисных ситуациях, они достаточно универсальны, хотя бы их транслировать. Но просто сидеть и молчать и делать вид, что в этом мире ничего не происходит, и самое важное, что как бы, что от нас ничего не зависит, вот цена растет на бензин, то есть это достаточно, как бы, я не знаю, как бы это красиво сказать, но очень плохая позиция. Я буду прощаться с вами, да, Астамур, большое спасибо тебе. Спасибо. Да, я напомню, что в эфире Чегемской правды мы сегодня обсуждали, как Абхазии выживать в это тяжелое кризисное время. До свидания. До свидания.